В свободное от работы время они поют, пишут стихи, вышивают картины, плетут корзины и валяют валенки. Сотрудники МЧС представили свои творческие работы в музее чувашской вышивки. На открытии новой экспозиции побывала Наталья Егорова. Нежные цветы, трогательные плюшевые медвежата и котята. Казалось бы, что общего с пожарной службой? Так, с совершенно неожиданной стороны открылись таланты у сотрудников МЧС. Даже для руководства Главного управления ведомства это стало сюрпризом. Оказывается, есть такие таланты, которые и вышивают, и рисуют, и пишут стихи, и многое-многое-многое. Сегодня мы посмотрим, я вот некоторые работы увидел, пока вот уже в шоке, но дальше вообще перестану разговаривать. После тяжелого трудового дня нет ничего лучше, чем сесть за вышивку или валяние войлока. Очень успокаивает и умиротворяет, уверяют сотрудники МЧС. Участница Олимпийских игр, победительница бостонского и чикагского марафонов, знаменитая спортсменка Светлана Захарова сейчас уже ветеран пожарной охраны. Свою коллекцию вышитых картин начала создавать, когда еще выезжала на соревнования. Между перерывами мне пришлось, во время отдыха я сидела, вышивала, клетки считала. И потихонечку так у меня как бы успокоительная душа. Сейчас наоборот, когда времени свободного стало больше, берется за рукоделие реже. Особенно ее вдохновляют природные пейзажи и животные. В пожарной части мы не зря служим здесь шестой. Охраняем от огня город наш родной. Как поет Евгений Назаров, слышали многие. Это не единственное увлечение старшего инструктора по вождению 6-й Чебоксарской пожарной части. Еще он создает объемные картины с цветами, плетет корзинки, а использованные диски превращает в птиц и зверушек. Первую такую картину он сделал в подарок жене. Да так увлекся, что в коллекции уже десятки оригинальных работ. Сейчас подумывает заняться и вышивкой. Я очень удивлен, что у нас в системе МЧС работают такие таланты, да, и был поражен именно тонкостью работы, особенно именно поразила вышивка. Я думаю, начать попробовать самому, думаю, да. Иконы, миниатюрные валенки, большие вышитые полотна. Разнообразие произведений впечатляет. Сотрудники музея пригласили пожарных принять участие еще и в мастер-классах по чувашской вышивке с пожеланием открыть в будущем новую выставку работ. Наталья Егорова, Виктор Степанов, Вести Чувашия. Центр энергосбережения Минстроя Чувашии проводит конкурс детских рисунков «И я помогаю экономить». В работах главное не художественная ценность, а необычность идеи. Республиканский конкурс проходит в 3-й раз. Организаторы говорят, в этом году как никогда много рисунков на тему экономии воды. Даже дошколята принесли свои произведения. Но в Центре энергосбережения напоминают, этот конкурс все же для школьников, для малышей будут другие. Мы приглашаем к участию в конкурсе всех школьников Чувашской Республики. Победители будут определяться по 2 возрастным категориям с 1 по 4 класс и с 5 по 11 класс. Работы принимаем до 30 апреля. На конкурс уже поступили 150 рисунков. Ребята отправляют их по почте, приносят сами, передают через родителей и учителей. География участников обширна. Все города и районы республики. В жюри конкурса специалисты по энергосбережению, эксперты Минстроя Чувашии, представители Центра ЖКХ «Контроль». Итоги станут известны в мае. Победители получат призы.